Так начались массовые беспорядки в Жанаузене. На центральной площади города шли народные гуляния, театрализованное представление. Неожиданно праздничную процессию стала окружать разъяренная толпа. К сожалению, по-другому этих людей никак не назовешь. Чем перед ними провинились артисты и горожане, которые собрались отметить здесь главный государственный праздник, непонятно. Следует отметить, что полиция вела себя более чем корректно. Стражи порядка до последнего обороняли сцену, но люди в робах под призывы своих подстрекателей взяли, что называется, количеством и буквально продавили оцепление. Разгромив сцену, они двинулись в другую сторону. Свалили и подожгли новогоднюю елку, потом юрты. Затем началось самое ужасное. Преступники жгли автомобили, громили административные здания, магазины, частные дома, банкоматы. Вместо того, чтобы праздновать юбилей независимости, жанаозенцам пришлось спасаться от безжалостных погромщиков. Очевидцы трагических событий рассказали, что нападавшие вели себя неадекватно, набрасывались на первых встречных и занимались откровенным грабежом. Уважаемые казахстанцы, вчера в городе Жанаузен Мангустауской области во время праздничных мероприятий вследствие преступных действий группы лиц произошли массовые беспорядки. Мирные граждане, собравшиеся на центральной площади для празднования юбилея независимости, были подвергнуты нападению группы хулиганствующих лиц. Правонарушители напали и на полицейских, разрушили расставленные по случаю праздника юрты, свалили украшенную елку, подожгли полицейский автобус. Они избивали мирное население, разбивали припаркованные рядом автомобили и поджигали их. На требование правоохранительных органов прекратить противоправные действия хулиганствующая группа совершила нападение на сотрудников правоохранительных органов с целью, чтобы захватить оружие. Но они это не позволили. В результате массовых беспорядков сожжены здания городского сельского акиматов, гостиница городская, административные здания компании «Узенмунайгаз». Уничтожению подверглись имущество физических и юридических лиц, сожжены автомобили, разграблены банкоматы, магазины, банки и так далее. Всего подверглось нападению в городе 46 объектов. То есть в маленьком городе все, что было, все это подверглось нападению, сожжению или уничтожению. К сожалению, в результате этих беспорядков погибли люди, наши граждане. По предварительным данным, погибло 10 человек. Имеются тяжело раненые, в том числе тяжело раненые сотрудники полиции. Хочу отметить, что полицейские четко выполняли свой служебный долг и действовали в рамках своих полномочий по закону. У каждого погибшего, пострадавшего есть родные и близкие. Я искренне выражаю свои соболезнования по этому поводу. Семьям погибших, пострадавших будет оказана соответствующая помощь. По всем фактам правонарушения возбуждены уголовные дела. По моему поручению создана следственно-оперативная группа во главе министром внутренних дел. Эта комиссия примет все необходимые меры по выявлению и наказанию организаторов беспорядков, восстановлению общественной безопасности в городе. В настоящее время ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Виновные лица понесут наказание по всей строгости закона. Это фрагмент обращения Нурсултана Назарбаева к казахстанцам. Глава государства дал четко понять, что действия зачинщиков вчерашних беспорядков – это не что иное, как уголовное преступление, причем спланированное. При этом считаю, что трудовой спор нефтяников нельзя смешивать с деяниями бандитствующих элементов, которые хотели воспользоваться ситуацией для своих преступных замыслов. Мы это раскроем, откуда идет финансирование, кто этим занимается в будущем. В Жанаузен выйдет специальная комиссия правительства, созданная сейчас. Эта комиссия будет и правительства, и Казмунайгаза для решения трудовых споров, разъяснения населению случившегося и о принимаемых мерах. Генеральной прокуратуре с другими правоохранительными органами поручают тщательно расследовать случившееся, обеспечить максимально открытость информации, рассказать о результатах народу, при необходимости привлечь независимых экспертов.
Следует отметить, что акции протеста, массовые беспорядки сегодня происходят во многих странах мира. Во многом они стали результатом мировой рецессии, вызванной глобальным финансово-экономическим кризисом. Все эти годы мы укрепляли стабильность в нашей стране и мир, согласие. Это наши главные ценности, благодаря которым мы достигли успехов. Все эти годы мы укрепляли стабильность, мир и согласие в нашей стране. Это наши главные ценности. Мы не допустим каких бы то ни было попыток нарушить мир и спокойствие в нашем доме, достижения нашей независимости. Закон есть закон. Требования закона для всех одинаковые. Закон будет применен для обеспечения безопасности, спокойствия жителей города. Государство будет по всей строгости закона пресекать любые попытки нарушить спокойствие, безопасность наших граждан. Призываю всех казахстанцев осудить этот чуждый для нашей страны инцидент и сохранять спокойствие. Жанаузенцев призываю к мудрости и спокойствию, и мы со всеми этими вопросами разберемся. Для восстановления экономики города Жаңаөзен Мангыстауской области, восстановления сожженных объектов, обеспечения безопасности граждан города, я издаю указ о введении чрезвычайного положения в этом отдельно взятом городе Жаңаөзен. Он будет действовать 20 дней с сегодняшнего дня. Если до этого мы разберемся со всеми вопросами и будет установлено спокойствие, он может быть отменен в любое время. Теперь государству придется расходовать бюджетные деньги на восстановление полуразрушенного города и помощь семьям погибших. Кому была выгодна эта кровавая акция, предстоит установить стражам порядка. В настоящее время общественный порядок в городе Жаңаөзен наведен стабильно. Криминогенная обстановка сейчас находится под пристальным наблюдением. Принимаются все меры по охране общественного порядка. Особо важные объекты взяты под усиленную охрану. Жизнь в Жаңаөзене в настоящее время налажена, идет своим руслом. Та группа лиц, которая присутствовала на площади Ынтымак в городе Жаңаөзен, на мой взгляд, нефтяники в целом не могли на это пойти. На мой взгляд, этим воспользовались другие деструктивные элементы и криминальные элементы. Свидетельством тому может служить то, что в городе в процессе беспорядков было сожжено несколько зданий, разграблены банкоматы, магазины. Поэтому еще раз выражаю уверенность, что в данных беспорядках, надеюсь и уверен, что это никаким образом не связано с нефтяниками. Благодаря видео, которое сняли на любительские камеры и сотовые телефоны очевидцы массовых беспорядков, можно опознать многих виновников этого побоища. Но, как говорят эксперты, главные зачинщики таких акций обычно находятся на безопасном расстоянии. Александр Аксютиц и Бахтыбай Шаханов, агентство Хабар.